Алло, Назрановская скорая помощь. Их работа не опасна, но трудна. Работники скорой 24 часа в сутки на чеку и готовы по первому же звонку приехать на помощь к больному. Сегодня мы в стенах республиканской станции скорой помощи. Показываем работу медиков изнутри. Фамилия, имя, отчество больного. Год рождения. Все, ожидайте скорую, встречайте нас. И вот очередной крик о помощи. По первичной информации жителю Икажева стало плохо. Мужчина жалуется на боли в пояснице. Времени более подробно узнать о проблеме нет, поэтому вместе с врачами направляемся на выезд. В карете скорой помощи, кроме нашей съемочной группы, еще 3 человека. Это врач, фельдшер и водитель. Сейчас в основном мы ездим на приступы почек, гипертония, сердечные приступы, холециститы, панкреатиты. Тина Цискаришвили в скорой работает около 30 лет, 16 из них в Ингушетии. К такому напряженному графику, говорит, уже привыкла. А тем временем в плотном потоке машин быстро доехать не получается, поэтому водитель принимает решение включить мигалку и сирену. Медлить нельзя. На кону здоровье человека. На дорогу до места назначения ушло около 5 минут. Врачи уже зашли и осматривают больного. Нас попросили хозяева дома не заходить, так что пока ждем здесь. Осмотр медики проводят недолго. Как выяснилось, больной трудится на стройке. Из-за продолжительной работы в сырую погоду обострились боли в пояснице. Врачи поставили укол и предложили госпитализацию. Подписал отказ, сказал, сам поедет обследоваться на снимок и невропатологу. Мы сейчас в данный момент обезболили. Чуть было повышенное давление, дали нифедипид таблетку, снизили давление, обезболили. Дальше сам он сказал, поедет да обследоваться. Заканчивается выезд кареты скорой помощи там же, где и начинался, в диспетчерской службе. Сейчас врач записывает данные о выезде, а также какая помощь оказана больному. Число таких выездов в республиканской станции скорой помощи в день может доходить до 240. Каждая бригада в смену выезжает около 15 раз. Главный враг и товарищ в одном лице для этих людей время. Поэтому здесь все как при военном режиме. Медлить нельзя. Жалобы у больных бывают разные, но скорая выезжает на все вызовы. Время реагирования у нас около 2 минут. На прием вызова и потом на отправку. Максимум на это уходит около 4 минут. Вот. Выезжают, и в зависимости от расположения от нашей станции скорой медицинской помощи, максимум может до 20 минут доходить это время. Всего в день на станции дежурят 10 карет скорой помощи, 6 бригад на обычные выезды и 4 ковидные. Период пандемии один из самых сложных именно для врачей. Нагрузка на медработников выше в несколько раз. Очередная бригада выезжает к пациенту с подозрением на коронавирус. Если пациент тяжелый, у него сатурация низкая, там где-то есть определенные признаки, меньше 92, это уже считается, что не очень хорошо для пациента. Его направляют, в госпиталь, госпитализируют, это у нас по Назрановскому району и РКБ, и НГБ. Тем временем другая бригада вернулась с ковидного выезда. Подозрения не подтвердились. Больному оказали медицинскую помощь и направили на прием к врачу. В период пандемии врачи и водители вынуждены носить противочумные костюмы, маски и перчатки. Особые требования в это время и к обработке транспорта. Ее должны проводить после каждого такого выезда. Единственный кварц лампчий встроенный, кварц кварц включить на 10 на 15 минут. Халиш салоны около зеры кварц лампер халиш салон ойти. Ее ставят сюда, включают эту лампу, исключить ее тоже на 10 минут. Обеззараживать, микробы жуются, кварц лампс. Это далеко не последний выезд кареты скорой помощи на сегодня. Коронавирусная инфекция продолжает распространяться. С каждым днем число заразившихся только растет. А люди в белых халатах в этот период неустанно ведут борьбу с ней ради нашего с вами благополучия. Муслим Ганиев, Магомед Дидигов. Новости 24.